По сообщению пресс-службы президента Узбекистана, Владимир Путин поддержал решительные меры, предпринятые узбекским правительством для стабилизации ситуации в Каракалпакстане. Это произошло во время телефонного разговора между Шавкатом Мирзиёевым и его российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 5 июля. Ранее, 4 июля, президент Узбекистана провел телефонную беседу с главами Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Все они выразили полную поддержку решительным действиям узбекских властей в обеспечении стабильности в стране. Об этом сообщается на сайте президента Узбекистана. Туркменистан также поддержал действия узбекского режима. 5 июля туркменский МИД опубликовал соответствующее сообщение. Туркменская сторона поддерживает своевременные и решительные действия руководства Узбекистана по защите конституционного строя и правопорядка в стране, безопасности и спокойствия жителей. В ходе подавления протестов, начавшихся в Каракалпакстане в связи с внесением изменений в Конституцию Узбекистана, предусматривающих в том числе и лишение суверенного статуса Каракалпакстана, лишь по официальным данным погибли 18 человек, 4 сотрудника силовых структур и 14 мирных жителей. Более 250 получили ранения, более 500 задержаны. Часть задержанных вывезены за пределы Каракалпакстана в другие области Узбекистана. По мнению правозащитников, реальное количество жертв может быть больше. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих. Напомним, что аналогичным же образом были подавлены протесты в начале года на юге Казахстана и в мае в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.